Ну что это? Еда, что ли? Поел и все, и через полчаса опять кушать хочется. Ну да. Да там, я говорю, так ужасно кормили. Я говорю, от такой кормежки тут, говорю, ноги протянешь, а не вылечишься. А мне с этой бедой-то надо было, ну как, хорошо питаться. Ну, они так-то вроде меня откачали, эти капельницы постоянно ставили, да, несколько раз в день капельницы эти ставили. Уколы тоже, таблетки эти. Все это. Мне еще этот катетер сюда ввели. Ну, там внутри этот какой-то шланг, она мне как объясняла. Ну, чтобы через него этот, ну, эти капельницы ставить, уколы делать. А вот выписка у вас сохранилась, да, с больницы? А выписка вон лежит в бардачке у меня. Угу. А дети у вас есть? У меня сын, но он уехал отсюда. Он продал квартиру, что-то там дача у него была. Он уехал. А, в другой город уехал. В Калининград туда. А, далеко. Далеко, конечно. У меня так-то квартира в поселке Геологов. Я получал квартиру двухкомнатная. Там шлакоблочном на втором этаже. Потом с женой развелся. Она себя очень хорошо повела так, что пришлось развестись. Ну и с ней там воевал, и в итоге я ушел оттуда. Она там ремонт буду делать, там то, все начала. Разбомбила там все нафиг. Отсудила квартиру. Да она ничего еще не судился я с ней, ничего. А она на ваше имя квартира, но живет она там. Ну да, но как она приватизированная квартира у меня. На 1/2 сына, 1/2 моя. Но сын приехал в одно время. А до этого там, ну, сосед он узнал, что продавать квартиру будем. Он говорит, что квартиру-то продаете? Я говорю, ну да, будем продавать. Он говорит, у меня, говорит, родственники должны приехать с района, говорит. За сколько? Я говорю, ну, 3, говорю, и гараж 500, говорю, за 3,5, теплый гараж. Он говорит, все, говорит, они сразу наличкой отдадут. Я им сказал, ну, жене этой и сыну, говорю, так как вздыбилась, о, ты чё, квартиру продавать, сейчас сыну останется пусть. Сын будет здесь жить, я говорю, а я где буду жить? И, короче, везде пришлось мне пожить. И в Борисовке жил, вот, станица этой, которая, ну, как, она А вы с женой в каком году развелись? я уж не помню, в каком году это было. 5-10 лет прошло. Да, где-то так. Лет 10 уже прошло как. А сын в каком году уехал? Ну, тоже уже лет 5 прошло. Я все собирался съездить туда, насчет квартиры узнать, что там она нафиг. Она говорит, продадим ее, деньги поделим. Что-то я ей звонил, она трубку не берет, или она номер поменяла, фиг его знает. Короче, непонятно. Надо было просто туда ехать. А с сыном в последний раз когда общались?
Ой, я говорю, ну вот лет 5 назад. в США. Вот после того, как он уехал в Калининград, он не звонил вам? Нет. Он даже что-то... У меня юбилей был 60 лет. Он даже не позвонил, не поздравил меня, ничего. Черт его знает, что там у него тоже. Может, какие проблемы. А так у сына есть там семья, дети? Ну да, у меня 2 внука, жена у него. Так-то он нормально жил, у него и машина. Ну вот с ним же в Москву летали за это. Машину оттуда Сканию пригнали. Так-то с ним ездили. А вам сейчас сколько лет? 63 года. 63 годика уже стукнуло. Как откуда ни возьмись. Да не зрение бы, блин, я бы сейчас бы работать вышел бы. А зрение, оно упало, когда вот на вас потолок обрушился? Ну не сразу, потом вот, это вот в этом году у меня уже зрение начало пропадать. Ага. По зиме, где-то с февраля, по-моему. Да, с февраля началось что-то. У меня смотрю со зрением. А потом все хуже и хуже. Потом левый глаз вообще перестал видеть. Думаю, нифига себе, это что за новости. Правым я еще так видел, ну, более-менее. А сейчас только вот силуэты вижу. Вот даже руку свою вот, и то путем не вижу. Вот вижу, что вот рука, ладонь. А так-то я, ну вот вижу, что 5 пальцев. Оно это, временами было у меня, то более-менее зрение, потом бух, вообще плохо вижу. А сейчас уже что-то постоянно плохо вижу. Я же говорю, за хлебом пошел в магазин, я там чуть все не посносило у них. Да и иду, вот, там дождь же был, вот, как-то там. Лужа такая, и в эту лужу залез, блин, эти сандали помыл, постирал, носки поменял, все это. В грязи пришел весь как этот. Сейчас он сапоги достал, что-то мусор вот сегодня с утра пошел выносить. Сапоги обул, в сапогах пошел, сандали не стал одевать, ну нафиг. То сейчас ребята вот сегодня мне с утра воды притащили. А какие ребята? А знакомые, они это... Ну как он одно время здесь вот тоже как бы квартиру снимал, Игорь. И они, 2 Игоря там у китайцев работают, мебель собирают. Это там на Хатунряхе. Ну и вот они это заскакивают. Они притащили воды мне, хлеба малеха принесли. Ну так-то хоть хлеб там есть, да, это вон, вода, с голоду не помру. Тут не до жиру. Мне еще в банк надо как-то попасть, карточку забрать, эту пенсионную. У меня же в больницу, когда забрали, карточка осталась у этого же. А он что, он пенсию-то снял, это май-июнь пенсия у меня. Он ее снял. Я ему это там, ну, со мной тоже мужик лежал,
Он это, давай, говорит, я ему позвоню сейчас, говорит. Я говорю, да я, говорю, не вижу номера. У тебя есть его номер? Я говорю, есть он в телефоне. Я ему сказал номер. Он ему позвонил, ты вези, говорит, карточку, говорит, человеку. Он, да, я привезу. И фиг так, он ее ничего не привез. Потом он Серега говорит, Володя, говорит, давай заблокируй ее, говорит, нахер. Ты что, говорит, он сейчас и будет твоей этой карточкой пользоваться, говорит. Ну, я заблокировал ее, вот, и сейчас надо новую карточку получать. Надо как-то добираться до этого Сбербанка, чтобы карточку получить. Ай, блин. Карточку получить, к глазному надо как-то пробиться туда. Они сказали, говорит, тут ничего у тебя сложного нету, это, с правого глаза, говорит, пленку снять просто. Ну, тогда зрение проявится. Да. А левый глаз, говорит, этот хрусталик то ли повернуть его надо, то ли поменять его надо. Ну тоже это, говорит, несложно, говорит. Все. Ну, главное дойти. Да, мне главное попасть туда, в эту поликлинику. Вот я хочу сейчас с родственниками связаться, чтобы на машине меня увезли туда. Почему я в реанимации сперва лежал? Первая реанимация, потом какая-то вторая реанимация. Потом на 3-й этаж меня подняли, там тоже реанимация. Короче, я в реанимации долго лежал, там эта женщина, врач, сказала, говорит, ты, говорит, у нас тут задержался, говорит, долго лежал, говорит. Вот и у нас в реанимации. Они сказали, что у меня, как она, анемия какая-то. А у меня этот был сильный удар по голове, потолок обрушился и меня по голове ударило этим перекрытием. Это вот в 9-й квартире, где вы жили? Нет, это мы дом разбирали там, работали. На стройке работали. Ну да, как это, халтурили, получается. И потолок обвалился, это перекрытие. Меня как по башке треснуло это перекрытием этим. Я без сознания вырубился. Я не помню, сколько я пролежал, потом, когда очухался, вылез оттуда. Хорошо, она еще под углом упала перекрытие, а не плашмя. Плашмя убила бы. Ну ничего, вроде очухался, ну и все. Так я на машине ездил, за рулем, все, работал. У нас УАЗик был, бортовой свой. Я на нем ездил, там возил все. А пенсия у вас есть? Конечно, есть. Ну, правда, меня полпенсии снимают, но я не знаю, только какой-то кредит я брал, какой кредит я брал, я вообще даже не помню, чтобы я кого-то брал. А может, кто-то на ваше имя кредит взял? Это скорее всего, наверное. Данные, наверное, списали и взяли. А если не секрет, сколько у вас пенсия была полная? Ну, сейчас пенсия у меня, если 9 снимают, 18 получается. А изначально было вообще 11. Ну, подняли у нас пенсию. Ну да, подняли вот сейчас. Ну, я сам точно не знаю сколько, но вот я последний раз получал 9 с копейками. Значит, если половину снимает, значит еще там 9. Это получается 18. А вот квартиру вы за сколько снимали? Здесь эту за 6. И всего 3000 на жизнь оставалось. Тогда вообще у меня было 8400. Это вот сейчас подняли, 9 стало. А так 8400 было. И этот. А у этого я снимал комнату за 3,5.
Но я ему карточку дал, тоже приболел зимой. Вот он ходил, деньги снимал, все, продукты покупал. Но он как с кошельком своим пользовался, блин. Путем ничего не покупал продукты, а так кашу какую-нибудь купит, там масло растительное, луку. Вот и вся пища, или макароны. Даже чая, сахара не было, хлеба. Как давно вы не ели мясо? О, я уже и забыл, когда я его ел, мясо-то это. Ну, приблизительно. Я в прошлом году, может, где-нибудь в середине года, может, так ел. Уже забыли, какое мясо на вкус. Конечно. Ну, всю зиму рис, гречка, горох, макароны и вода. Даже чая не было. Ну, сейчас с вами пойдем в кафе, поедим мясо. Не, я не пойду никуда, вы чё? Что я буду ходить позориться? Ну, хорошо, я вам принесу. Вот. А вот до выхода на пенсию, где вы работали? Я работал водителем, дальнобойщик, по рейсам ходил, все. Последний раз вот и Сканию из Москвы сюда пригнал, ну, там загрузился грузом. Бытовая техника, всякая ерунда такая. Вот я ее сюда пригнал, сдал ее. Ну и потом вот на УАЗике мы работали там, тоже с частником, он тоже пенсионер, ему 70 лет. Мы с ним в Залоге жили, у него во дворе 2 дома, в одном я жил, ну, с женой как бы, ну, мы не расписаны, просто гражданская жена была. Я ее позапрошлом году ее похоронил в августе месяце. Вот здесь же умерла. Я ее похоронил. У меня, я говорю, когда в больницу забрали, у меня телефон-то с собой был, а этот Ваня, у которого вот я жил, он там все номера постирал у меня. Я никому не могу позвонить, и родственники даже не знали, что я в больнице лежу. То есть у вас номера не сохранились совсем? Да он стер все. Все убрал номера. А зачем он стер? Да я черт его знает, зачем он это сделал, придурочный. Он пьющий, да? Ну, конечно. Он задолбал меня одно время, так вообще. Как пенсию получу, так он все. Что, давай выпьем. Я говорю, да не хочу я пить, говорю, нафиг оно мне надо, это питье, говорю, мне тут так плохо. А последние дни вообще что-то плохо стало. Ну, конечно, у нас же жара такая стоит. Нет, еще вот до жары. Это вот, когда в начале июня, в конце мая было, меня вот в это время прихватило. Я покушать налил, чуть-чуть похлебал, а она ничего не лезет мне. Плохо. Чаю чуть попил, на диване сидел, чувствую, меня вообще что-то повело, плохо, я бух упал. Лег, лежу и это. Ну вообще мне плохо стало. Я его позвал, говорю, вызывай скорую, говорю, мне что-то вообще, говорю, плохо очень. Скорая приехала, они меня спрашивают, а я как в тумане, я ничего понять не могу, что, кого, кто, что надо. Они мне вопросы задают, а я потом, короче, в итоге вырубился.
Приезжала простая сперва скорая, потом приехала уже реанимация. Вот меня в реанимацию загрузили и увезли в больницу. Туда, в эту медцентр. В эту реанимацию, блин. Какую-то первую выгрузили там, первую какую-то. Там вообще какую-то, я не знаю, кошмар, а не больница. Ни врача не дозовешься, ни медсестру. Пить охота, воды попить хоть. Бесполезно. Кормить путем не кормили ни хрена. Через день так. Через день кормили? Ну так вот, я говорю, могут привезти раз в день, могут не привезти, забыть. Да вообще кошмар. А чем кормили? Да, по-моему, там как мужик один лежал, говорил, говорит, на зоне, говорит, и то, говорит, пайка лучше, чем, говорит, здесь. Ну что это смеяться для взрослого человека? 3 ложки каши, кусочек хлеба и стакан чая не сладкого. Там не чай, бурда какая-то непонятная.